Если есть международные организации, которые работают на территории Абхазии, и если у наших граждан есть возможность через эти международные организации доносить свою правду, то этим надо пользоваться. Конечно, может быть, да, не исключено, что через эти международные организации в обратном режиме, да, будут какие-то, но на это у нас есть специальные службы. И вообще вот эта история с поиском иностранных агентов в Абхазии, она мне, честно говоря, очень не нравится. Это вообще новое что-то в истории Абхазии, и это категорически отвергаю. Если речь идет об иностранных агентах, то по практике, то, что мы все видим, слышим в истории, в новостях, то вообще агентура в первую очередь формируется в коридорах власти на самом деле. Да, не где-то там в экспертной среде. И на самом деле там надо искать. А если говорить уже вот этот вопрос, как бы за ним идет второй, когда в последнее время мы стали слышать о том, что здесь есть некие антироссийские силы, да? Давайте я вам пример приведу. Вот действующая власть пропагандирует вопрос государственной дачи Пицунда, что нужно отдать безвозмездно в собственность и юрисдикцию поменять и так далее. При этом глава государства ездит по районам и рассказывает нашим гражданам о том, что если мы этого не сделаем, да, параллели приводятся. Мы же хотим, чтобы Россия нас защищала, мы же хотим, чтобы Россия нам оказывала поддержку. То есть в первой части вопрос госдачи, во второй части задается вопрос в общество. Соответственно, вывод простой. Если мы не отдадим государственную дачу Пицунда, то Россия там прекратит защищать, прекратит финансировать. То есть очень сильно обидится. Да. То есть таким образом недальновидная политика руководства страны приводит к тому, что в глазах наших граждан Россия выставлена вымогателем. Так я хочу задать вам вопрос. Кто тогда является катализатором антироссийских настроений в Абхазии? Более того, сейчас в Российской Федерации в следующем году выборы президентские. Через 2,5 месяца буквально, 17 марта. Насколько я сейчас слышу, вопрос государственной дачи с какими-то оговорками техническими, не имеющие никакой правовой основы, хотят сейчас рассмотреть, вынести под давлением исполнительной власти в парламенте. Вот я задаю вопрос. Тот, кто это сейчас инициирует, вот эти вот процессы, когда огромная часть общества, я, пользуясь случаем, хочу и слова благодарности выразить нашим деятелям культуры, науки, интеллигенции в целом, которая активно в этот раз, как никогда, выразила свою позицию. Вот все эти люди высказались, и сейчас в этих условиях, еще с таким вот соусом, да, что это вот Россия давит и так далее, вынося этот вопрос в парламент в конце года, понимая, что через 2,5 месяца в Российской Федерации выборы, и вот провоцируя здесь вот такую ситуацию, кто является иностранным агентом? Ну, давайте уже по-серьезному говорить, если мы уже об этом начали говорить. Надо же выводы и вещи своими именами называть. Поэтому я бы эту вообще тему очень осторожно обсуждал. А те вот попытки, отличиться, что ли, там перед кем-то, да, мы же тоже общаемся и в Российской Федерации, у меня лично есть контакты на разных уровнях. Слушайте, но всегда возникают вопросы, где можно спорить. И нужно спорить. Это нормально. Родные братья спорят. Это же нормально. Но если просто делать, все, что говорят, и еще хуже, пытаться угадывать, что хотят, пойти выслужиться, это не красит, во-первых, наших чиновников. А поиск врагов внутри своего народа, подставлять свой народ, абхазский народ, перед кем-то извне, это в высочайшей степени подлость. И в истории Абхазии мы это уже проходили, и вы знаете об этом.